Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Демонстрация политического рестлинга. Так многие эксперты назвали завершившуюся скандалом в минувшую пятницу встречу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась, а перепалка в Белом доме породила не только большую волну интернет-дискуссий, но и, пожалуй, главный вопрос, что же будет дальше. И выиграет ли от этого Россия? Ответы на эти вопросы мы попытаемся сегодня найти вместе с политологом Чокуром Гаврильевым. Чокур Николаевич, добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Давайте перед началом обсуждения посмотрим фрагмент переговоров, чтобы понять атмосферу, напомнить зрителям или понять атмосферу, почувствовать в овальном кабинете. Сейчас вы играете в карты, вы играете жизнями миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной, вы играете с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране. Она поддерживала вас больше, чем многие люди говорили, что должны были бы. Ну что ж, я уже отметила, что эксперты по-разному отзываются об этой встрече, однако все сходятся во мнении, что Зеленский недооценил масштаб тех перемен, которые случились в Белом доме с приходом Трампа. Вообще в политике Америки, в мировой политике. Ну вот, на ваш взгляд, что пошло не так? Начиналось же все очень хорошо. Да, начиналось все очень хорошо. Трамп его прямо встретил у входа, да, повел. Как Макрона не встретил? Да, Макрона, кстати, он не встретил, но тут он немножко пошутил насчет его одежды, да. Изначально, вот вы говорите, что не почувствовал изменений, то есть он пришел в своем, старом, да, одеянии, которое он ездил, начиная с начала СВО. По всем он ходил в своем этом, без костюма. Трамп же спросил, где у вас костюм, он переоделся и так далее, да. И тут сразу можно сказать, что он не почувствовал той атмосферы, того, чего они хотят в Америке от него, да. Он не почувствовал и как бы пришел играть старую свою балалайку, как говорится. Видимо, поэтому и его поставили на место, потому что он как пришел, так и начинает клянчить. Дайте мне гарантии безопасности. Помните, Трамп даже его как бы повторил его слова. Вот вы говорите, я не буду прекращать стрелять, что я буду, как говорится, и требовать гарантии безопасности и так далее. Поэтому и Трамп его обвиняет в том, что он стоит на своем, что он на стороне войны. И Трамп понял, да, в конце концов, что Зеленский не хочет мириться. И ему нужны, даже говорит, вы играете, вот как раз в сюжете показали же, что Третий мировой вы играете. Вот Трамп это почувствовал. Но там немножко неточный был перевод. Он сказал, у вас нет карт на руках, а Зеленский говорит, я не в карты играть приехал. Он говорит, вы играете с Третьей мировой. Вот ошибка Зеленского в чем, что он начинает встревать и играть на публику. А ведь, когда камеры включаются, у него может быть какой-то рефлекс есть, да, он же медийный человек и очень хороший пиарщик, и играл в КВН, так и так далее, артист. Поэтому, может быть, у него, когда вот камеры на него смотрят, рефлекс какой-то срабатывает и начинает, думает, как себя хорошо подать, как хорошо поспорить с Трампом, да. Как выглядеть звездой. Да, звездой. Да? А Трамп и Венс тоже они играют на публику. Они специально камеры же подключили. И тут не нужен человек, который играет первую скрипку. Первую скрипку всегда играет хозяин, тем более такой огромной, великой страны, как Соединенные Штаты Америки. Трамп, он себя тоже считает там таким, можно сказать, в кавычках, начальником, да, по отношению и к европейцам, по отношению и к Мексике. И тут приехал какой-то человек, который еще до начала, он же как бы поддерживал демократов. Кстати, на это же намекнул же Венс. Вы же приезжали к нам. Да, он же сказал про это. Он сказал об этом, да. Вот на месте Зеленского он бы немножко свой этот амплуа поменял бы, например, даже переоделся бы, например, на этот случай. Но он неоднократно говорил, что он снимет камуфляж, когда закончится. Может, да, он, может быть, про это и говорил, но вот какого-то уважения, ладно, пускай он одевается, как одевался, но
он не должен был вставлять слова, перепалку вступать. И вот началось это все из-за того, что он же как бы говорит, когда Венс говорит про дипломатический путь, что мы хотим мира, и тогда он говорит, а можно я вопрос задам? Говорит, не журналиста, а Зеленский задает. Можно я вопрос задам? О какой дипломатии речь идет, если бла-бла-бла, и Россия если и так страна далее. воюет, Да. Мгм. Вот оттуда все началось, и Венс его поставил на место, вы не уважаете. Трамп сидит и, говорит, поддерживает своего вице-президента, конечно. Да? Все это началось, и сейчас вы понимаете, что это вылилось не простой там какой-то вот там спор. Это идет в прямой эфир, и сейчас Соединенные Штаты требуют официального извинения на камеру у Зеленского. А причем Зеленский потом давал интервью Fox News и сказал, что, когда у него спросили, намерены ли вы извиняться, он сказал, что я не считаю, что я сделал что-то плохое. Да. Вот сейчас, когда... То есть как бы не за что мне извиняться. Да. Сейчас он, наверное, крепко подумает, потому что, во-первых, он лишается поддержки, как и политической, так и военной, так и финансовой. И, скорее всего, вот сейчас начнутся какие-то, вот, предвещая, да, вот это все. Все равно у Трампа же свои мощные СМИ есть. Они будут копать вот насчет тех денег, которые якобы Украина не получила. Зеленский же говорит, что мы недополучили деньги, да, финансовые деньги. Вот будут копать, и скоро, наверное, что-то выйдет. Например, его могут обвинить там в коррупции, может быть, да. Уже говорили, что он как бы диктатор, что он как бы все полномочия власти на себя оформил. И вот критика такая же идет, то есть началось это все, вот, по идее, все должно было пройти гладко же. Ну да, начиналось это все хорошо, сказали, вот мы подпишем сделку очень важную, мы сейчас вместе пообедаем, потом Да, подпишем обед сделку. сами съели, ручки там стояли, сохнули чернила, а в результате получилось то, что мы получили. Мгм. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и если у вас есть свое мнение, можете по теме, можете им поделиться, позвонив в студию по номеру 8 41 12 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. А вот нет ли ощущения, что Зеленский демонстрировал поведение человека без плана «Б». То есть вот он гнет свою линию и гнет свою линию. То есть к переговорам он был не готов, в смысле переговоров. Да. Он, вот вы правильно подметили, что вот как бы он пришел без плана, да, он гнул свою линию, он думал, наверное, что он... Все пойдет по его сценарию. Да, что он переубедит Трампа, чтобы он, как бы продолжалась вот эта помощь, да, военная помощь, чтобы... По сути, он добивался же того, чтобы Трамп сказал, я на стороне Украины, я поддерживаю Украину открыто. Да. А Трамп как бы дистанцировался, он говорит, я не буду обзываться, да, даже он сказал, что если я иду на переговоры, я должен все-таки быть нейтральным. Да, он же старается быть, я на стороне мира, он говорит, да, я на стороне Америки, да, говорит, да. И все вот это ведет к тому, что он, вот этот товарищ, хотел его перед камерами склонить на свою сторону. И заставить еще Путина обругать, Да, обругать перед камерами. А тот не повелся, получается. И, кстати, я сегодня читал, что Венс тоже давал интервью, и он, оказывается, Венс предлагал Трампу за закрытыми дверями обсудить с Зеленским этот вопрос. Изначально, да. Может быть, они знали, что Зеленский будет так себя вести, поэтому его вывели на прямой эфир. Может быть, во время прямого эфира Зеленский бы так и, может быть, все-таки одумался бы, да, так конкретно разговаривать, да, настаивать на своем. Но все-таки даже в этом случае Зеленский мог бы выигрышную сторону подписать договор. Ведь что означает редкоземельные добыча? Что Америка будет там добывать металлы, то есть какая-то все-таки гарантия, что там будут американские граждане, деньги. Все-таки она же есть, про это и намекает же Трамп, что это даже, вот где-то я сегодня прочитал, что это даже больше, чем 20 тысяч европейских солдат. То есть... там будут американские граждане, которые будут защищать Америку. Да, понятное дело. Да и 20 тысяч солдат, страна, которые не воевали, вот имеется в виду Британия, Франция, то есть они
даже не наравне стоят с этими инвестициями, они так говорят. И Зеленский мог бы ухватиться за эту как бы хвост с этой птички, как говорится, редкоземельной, и могло бы все пойти гладко. Но из-за того, что он пришел, опять настаивал на своем, обыгрывал старую скрипку, играл на старой скрипке, и вот так и получилось. То есть вы считаете, что это все-таки спонтанное было, да? Потому Да. что все, ну, вот, скажем, оппозиционные, либеральные вот эти вот иноагентские СМИ, они все утверждают, что это была прямо специальная провокация, что США и не собирались эту сделку подписывать, и специально Зеленского спровоцировали, а он не поддался. А некоторые говорят, что Зеленский сам спровоцировал конфликт, чтобы потом уехать в Британию и заручиться европейской помощью. Но я не вижу смысла Ссориться с Америкой ссориться с Америкой, да, половина денег как бы не будет приходить в Украину, да, на Украину. И тем более вот срывать такой куш в виде якобы, ну, в кавычках можно сказать, гарантии от Соединенных Штатов Америки по вот, инвестициям и редкоземельным металлам. Это была как бы гарантия, по идее, а он не понял. Он сегодня сказал, вот этот пресс-секретарь из Соединенных Штатов Америки, такая девушка такая, Ливингстон ее, что ли, как зовут, она сказала, вот Зеленский укусил руку того человека, который кормит. Вот так сказала прям, да? То есть вот ошибка Зеленского в том, что он продолжает жить в старой парадигме, что он не понимает, что мир изменился, что пришел Трамп, который его, откровенно говоря, может быть, не очень уважает, так? А он все равно вот пришел, говорит, дайте денег, дайте гарантии. И еще играет при этом на публику американскую, которая должна быть как бы на стороне вот Трампа, получается. Вот поэтому и те вскочили, обиделись и вышвырнули товарища без обеда. Но пресс-секретарь нашего президента тоже высказался. Он заявил, что перейти к мирному урегулированию после такого скандала будет сложно. Усилий Вашингтона и готовности Москвы, по его словам, недостаточно, потому что выпадает очень важный элемент. Ну, то есть сама вот это. Предлагаю послушать, что еще сказал Песков, и вернуться к обсуждению. Произошедшее в пятницу в Белом доме, безусловно, продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины. Ситуация непростая в плане украинского урегулирования. Российская Федерация продолжает свой диалог с Вашингтоном в плане нормализации наших двусторонних отношений, в плане обеспечения необходимых условий для нормального функционирования наших дипломатических представительств. Но, по крайней мере, из произошедшего стало очевидно, российской стороне стало очевидно, что Трамп готов разговаривать с Путиным. Он это неоднократно подтвердил и не стал, даже пресек, в общем, слова Зеленского о том, что... Вот Трамп изначально говорил, что у него как бы переговоры, он идет с позиции силы. То есть он говорит, что если, например, Путин не согласится, я буду поддерживать Украину. Если Украина не согласится, я буду прекращать военную помощь. Так? Он понял, что с нашим руководством можно найти общий язык. Так, у нас переговоры состоялись, еще будут переговоры. А Зеленский против этого, да, он не хочет даже объявлять как бы прекращение огня. После прекращения огня же должно быть как бы дальше переговоры идти. Поэтому он тут действует методом кнута и пряника. То есть он сегодня, позавчера уже как бы военная помощь прекращается, об этом пишут CNN и так далее. Да, Пентагон официально заявил о том, что они берут паузу. Да, а для России как бы пряник, потому что вот все-таки мы находимся в выгодной переговорной позиции. И Россия, вот сегодня я прочитал, что Reuters пишет, что как бы рассматривается вопрос о снятии санкций против России. Конечно, если переговоры пройдут в хорошем ключе. То есть он понял, кому надо бить кнутом, а кому надо дать пряник. Получается, Зеленскому он кнутом дал, чтобы он поскорее помирился, да? А нам пряник. А если что, мы снимем с вас санкции. Вот
Но он еще в Твиттере у себя, не в Твиттере, в сети X у себя Трамп после этого оставил заявление, что важная такая произошла встреча, и в ходе нее выяснились такие вещи, которые, в общем, нельзя было другим путем Да, выяснить. он понял, что Зеленский у нас против мира, против переговоров, против прекращения огня. Хотя он, с одной стороны, говорит, да, мы в Украине в этом году выйдем на мир и так далее. Но они поняли, он понял и сейчас как бы взялся за этого человека. То есть иногда даже намекают окружение Трампа, да, в том числе вот председатель Палаты представителей Майк Джонсон, второй Майк тоже Уотсон, это секретарь совета, ну как бы по безопасности советник. Они говорят, что если Зеленский не согласен, он должен уйти. То есть они уже понимают, что этого человека надо менять. Ну вот, если Зеленский как бы в течение недели, не знаю, 2 дней, как бы он не извинится официально, да, то все, я думаю, его карьере придет как бы большой конец. Маск уже заявляет о том, что он должен подать в отставку. И есть еще такое мнение, что Зеленский напрасно не воспользовался услугами переводчика, понадеялся на свой английский. Вот как вы к этому мнению относитесь? Да, я тоже вот это прочитал, я согласен, потому что все-таки переводчики сглаживают какие-то неловкие моменты, да. Иногда что-то может, грубые слова не переводят, может быть, так. Все-таки переводчики же, они обученные в дипломатии, да, они же всегда не рядовые переводчики, а именно переводчики вот таких встреч приходят. И говорят, что у Зеленского он другой английский, нежели американский, и это прозвучало, ну, грубо, эй, типа, чувак, послушай, там, что вы имеете в виду, типа, миротворец? Может быть, это тоже, и заметьте, что когда он был в Британии, ну, тоже совещание же провели европейцы, как будем помогать Украине, он же уже как бы не говорил на английском, а у него был переводчик. То есть советники его надоумились, ну, все-таки говори на... Хотя он хорошо на английском же говорит, но все-таки воспользуйся услугами переводчика. Но переводчик — это же даже не столько вопрос того, насколько ты там хорошо или плохо владеешь языком, сколько просто у тебя элементарно есть время подумать, как ответить, да, пока переводишь. Кстати, Путин очень таким пользуется, говорят, потому что он же немецкий знает. И когда вот переговоры, например, с Ангелой Меркель проходили и так далее, он всегда пользуется услугами переводчика, хотя он немецкий знает. Ну, это, наверное, школа уже разведчиков, да, потому что время обдумать, ответить и аргументировать у него как бы дополнительное есть, получается. А можно ли прогнозировать, по какому сценарию дальше пойдут вообще вот эти взаимоотношения России, Украины, США? Ну вот я думаю, что вот сейчас эксперты думают, насколько Украине хватит мощи военной, если вот Трамп прекратил помощь и продолжится, если Зеленский не извинится, я вот говорил, отвечая на предыдущий вопрос, если все это будет продолжаться, то насколько хватит сил, так? И я прочитал, что если патриоты вот эти ракеты, да, не будут поставляться, если разведданные не будут даваться, и половина помощи, вот за 3 года американцы оказывается, помощь и военную, и гуманитарную 114 миллиардов евро, да? А европейцы 132 миллиарда евро. То есть почти половина денег как бы не будет, так? И ну, то есть все-таки не настолько, потому что у Трампа-то другие цифры были, там были цифры о том, что американская помощь была чуть ли не вдвое больше европейской, да, 300 с чем-то там миллиардов долларов. Да, возможно, да, но может быть они другие деньги считают. Я вот посмотрел, какой-то есть институт немецкий, вот он считает за последние 3 года, и может быть не считается вот деньги, которые направляются через USAID, которые вот закрыли, да, и говорят, что хватит, типа, на лето-осень. То есть они не могут дальше продержаться. И мы же наступаем, а они обороняются, и в конце концов вот просто снарядов, может быть, и хватит, но таких вооружений, да, современных технологий, таких как ракета «Атом», с которыми по нам они стреляли, таких как «Патриот» и спутниковая система, вот разведданные и так далее. Если их не будет, то где-то вот осенью, летом они должны уже прийти к
уже с позиции силы, да, то есть с нашей позиции силы к переговорам, потому что дальше уже вот Зеленский, видя это, он умудряется испортить отношения с хозяином, да, со своим, который его кормит. И я думаю, что вот в дальнейшем как это будет, наверное, скорее всего, если Зеленский не соглашается, он уйдет или его же свои же уйдут, отставка, не знаю, переворот, там, и вдруг кирпич, может, упадет туда. Вот. Ну, я вот, если он не согласится, он плохо кончит. А если он согласится, то сценарий получается, как бы он должен прекратить огонь, должен прийти к соглашению, принять те реалии, которые на земле. Он же не принимает реалии на земле. Но он говорит вообще о границах 91-го года. До сих пор он его голову как бы не понял, что реалии на земле другие. Мы немножко обсудили роль переводчика, а вот мимика и жесты на переговорах любых уровней, не говоря про такой высокий уровень, говорят тоже не меньше, чем слова. Да? И мы показали видео встречи экспертам по поведению и психологам, чтобы они рассказали нам скрытые смыслы, секретные знаки в поведении двух президентов. Предлагаю посмотреть и обсудить. Трамп-то, конечно, спокоен, а вот у Зеленского сразу начинается все написано на лице. Очень много поджатия губ, руки сцепил, очень много у него будет таких жестов, и плюс взгляд вниз, брови сдвинуты, немного приподняты, печаль, плюс очень много мимики вокруг носа. То есть здесь все показывается на то, что он в очень сильном стрессе. Вот, здесь вот интересно, да, такое закусывание, прям, когда вот это вот недовольство явно с презрением получается. Здесь Трамп не говорит в негативном ключе о Путине, когда вот он его упоминает. Но вот говорят о том, что причем в начале, да, в фрагменте, который мы в самом начале показали, ты видел, да, как Зеленский вот в такой позе сидел, агрессивно утвердительный, вот, и вот это вот уже после перепалки в конце, да, и эксперт обращает внимание на то, что он взгляд был вниз, зажатый, и тем стресс. более он волей-неволей будет зажатым, если на него нападают, ну, как бы скажем, в кавычках, конечно, да, два больших начальника, гости, да, ну, в смысле, не гости, а хозяева на гостя, и он закрылся, короче. Сначала он более раскованный был, но он закрылся, вот так сидит, руки скованные и так далее. Ну, это было видно, да, что человек испытывает себя как бы не в своей тарелке, он понимает, что он, может быть, сделал. Что он что-то сделал не так. Не так, и когда он доказывает себя, он же все равно хочет перебить, и в результате он получает еще большую агрессию, получается. И даже говорит же он, типа, можно мне, ну, как вопрос, ставить слово, говорит. Он говорит, нет, ты и так много наговорил. Вот на этом и как бы заканчивается вот эта встреча. Действительно, из-за неопытности, он же все-таки был артистом же, он не руководил, ну, даже большим предприятием, Зеленский. Может быть, То есть даже бизнес-переговоры даже он не вел. он не знает, как вести бизнес-переговоры, он не знает, вот, как ходить, может быть, к большим вот, руководителям государств, как с ними разговаривать, так, что нельзя все-таки, когда хозяин говорит, нельзя его перебивать. Это же элементарные вещи. Даже, ну вот, все-таки я вот склоняюсь к тому, что когда камера включилась, у него сработал инстинкт артиста, КВНщика. Он хотел себя преподнести, какой я красавчик, я даже с Трампом спорю. И вот получил то, что хотел. Давай вернемся к сути переговоров. Сделка должна была состояться по редкоземельным металлам. И последние 2 недели это одна из главных тем вообще политических и экономических новостей. Есть ли понимание, зачем США нужны эти металлы? Да, вот тоже я прогуглил, и в своей вот рубрике «Сам Сатыл на якутском», которая выходит после новостей, я сказал, что, оказывается, вот 90 или 80% редкоземельных металлов добывает Китай. От 70 до 90%. Да, по почти разным вот, оценкам. да. И почему Китай добывает вот эти редкоземельные металлы, где используются, да? Они используются прежде всего в магнитах. Ну вот
летят же вот большие вот поезда, да, на подушке, как говорится. Вот там магнит этот используется. Магнит этот используется в новых технологиях, это в телефонах, смартфонах, на экранах, каких-то Электромобили, электромобили, лазеры, самолеты, да. медицинское оборудование, Да. высокотехнологичное. Да. И когда вот 90% находится 70% даже, если сказать, у геостратегического противника, он же, Трамп хочет, ну почему он, вот, да, вопрос можно даже, почему он хочет улучшить отношения с Россией, так? У меня тут другая мысль есть, что, и об этом говорил даже Уоллс, что они хотят разъединить союз России и Китая. Да? Чтобы Китай не был таким сильным. Потому что когда союз России и Китая есть, то оба становятся как бы непобедимыми, да, получается. В свое время в Советском Союзе был такой этот Киссинджер, дипломат же, он приезжал, ну как бы довел до Никсона, президента, тоже республиканец, тоже закончил вот Корейскую войну, он говорит, надо разорвать Советский Союз и Китай. И начали они сближаться с Китаем, Китайской Народной Республикой. Вот разорвав союз России и Китая, получается, у него геостратегический противник не Россия, а Китай. А Китай добывает 90% вот таких металлов. И Трамп этим очень как бы хочет этот вопрос решить в свою пользу. Хотя бы сколько-то процентов давать, чтобы конкурировать в этой сфере с Китаем. Вот, например, Тайвань. Есть же вот Тайвань. Почему Китай и вот Соединенные Штаты из-за Тайваня начинают, ну, у них возникает противоречие. Давние у них давние противоречия. Потому что в Тайване производят полупроводники. А полупроводники — это как бы вот будущее, технологии и так далее. Да? Вот все дело в конкуренции, поэтому Трамп хочет как бы... Где кто скажет, типа, переходите к нам, добывайте редкоземельные, он, наверное, и туда направит свои инвестиции, может быть. Но вот президент нашей страны Владимир Путин проводил совещание, посвященное добыче редкоземельных металлов, и заявил по его итогам о готовности предложить американцам совместные проекты в этой области. Упоминал, значит, Якутию. В том числе он не упоминал Якутию, но в Якутии я знаю, что они есть. Он упоминал в том числе новые территории. Ну вот. Да. Вот некоторые говорят, что вот Путин предложил, ну, а неужели типа американцами будем там дружить и так далее. Но вот он специально так сделал, чтобы отбить карты, можно сказать, да, тоже говоря, карты у Зеленского, да, получается. Зеленский, когда обещает редкоземельные металлы свои за даром, можно сказать, так, все деньги должны же уходить, 50% же Соединенным Штатам же, никто не знает, где сколько вот редкоземельных металлов. Говорят, что большая половина уже в наших новых территориях, ДНР, ЛНР и так далее. Путин это имел в виду, и это как бы, ну, дипломатическая игра. Получается. Тот предложил, мы тоже можем предложить. И второе, это вот касается именно добычи. Да? Оказывается, добывать редкоземельные металлы очень сложно, надо большое количество денег, инвестиций должны быть. Так? Ну, потому что, например, Россия сейчас добывает где-то около 2% вот этих редкоземельных. Только 2%. Потому что вообще не добывала. Да, потому что раньше не добывалось. И у нас вот таких вот технологий, может быть, даже вот мы только-только начинаем приступать к новым технологиям, да, вот тем же поездам на подушках и так далее. А электромобили у нас в России как бы и не производятся. И из-за этого вот, ну, а вдруг там через какое-то 10 лет, там 20 лет у нас такие хорошие отношения будут, противоречий не будет, тогда почему не воспользоваться бы вот теми, кто хочет деньги вложить, да? При этом мы не будем же 50% давать американцам. Вот, да. Вот. Проблема в том, что их добывать очень сложно, и проблема в том, чтобы их добыть, надо очень большое количество денег. Ну, вложить нужны инвестиции. Да. Но Минпромторг озвучил цель нарастить производство редкоземельных металлов в России до 50 тысяч тонн и оценил эти ресурсы в 100 миллиардов рублей. Вот, и предложили США принять участие в развитии этой области. Вот, а в Якутии ведь они тоже есть, у нас же все есть, говорят. Да, я вот до передачи посмотрел вот специально, да, потому что думал, что речь пойдет о редкоземельных металлах. И как раз в Тонторском вот месторождении у нас есть, они говорят, оценивается 150 миллионов
да, 154, что ли, миллионов тонн, да. Я могу ошибаться в цифрах, но они вот в 2014 году как бы есть такая фирма Trikading Mining, что ли, вот такая фирма, они взяли, да, ну, как бы месторождение в их, они лицензию взяли, но они не эксплуатируют. Ну, может быть, тут вмешался вот санкции, да, потому что в 2014 году у нас Крымская весна, потом санкции же появились, так, и Путин в прошлом году как раз с Мантуровым, да, обсуждали, что почему они типа не начинают добывать. Да? Почему не добывают? Она там замороженная типа стоит. То есть в будущем, когда у нас санкции снимут, когда появятся деньги, то вот действительно могут добывать редкоземельные металлы. Да? Но опять же говорю, их добывать сложно, нужны деньги. И не только вот добывать сложно, это просто, чтобы одну тонну руду вот, редкоземельных металлов добыть, надо перекопать 2000 тонн обычной руды. Она же в руде находится, и потом еще надо ее вытащить. То есть тут еще экологические моменты возникают, так, чтобы все совпадало вот, требованиям экологии. Нужно развивать те технологии, для которых эти редкоземельные металлы в общем и нужны. Да. Китай свои, вот эту добычу редкоземельных металлов нарастил, он продавал Японии сначала. Все. И китайцы, мне кажется, все-таки они, вот, как советские граждане, они к экологии как-то немножко не так относятся. Это, может быть, я не прав, то есть у них все-таки менталитет человек, так, природа, человек выше, чем природа. Может так. А у нас все-таки мы экологическое законодательство мы должны все-таки соблюдать. А вот про Европу. Почему, вот, на твой взгляд, так отреагировали представители Евросоюза? Они почти все выказали в тот же день поддержку Зеленскому, за редким исключением. Ну, во-первых, европейцы остались те же люди, которые были до этого. У них парадигма, у них ничего не поменялось. Они чувствуют близость к... Вот, глобалисты говорят же, глобалисты, либералы, да? У них вот эта такая идеология есть. И они почему-то вот всегда говорят, что после Украины Россия нападет на НАТО. Но я вот сам не представляю, там геополитику изучал, зачем России вот вступать в конфликт с НАТО, да? Они вот как мантру твердят, вот после них нападет на Прибалтику, там, на Польшу. И это в голове сидит, это русофобия, да, от времен Холодной войны осталась. И заметьте, что больше противников, как русофобов, больше рядом с нами, то есть Польша, там, Балтика и так далее, да. И вот они по накатанной едут и не видят вот будущего, не видят, вот буквально, я же говорил, там, военная там, помощь, если закончится, то останется только лето, осень, да? Они вот это не видят. И вот Рубио, это министр иностранных дел Соединенных Штатов, госсекретарь называется, он говорит, что он встречался с этими коллегами, с европейцами, и один из них сказал, что Европе выгодно, или там она хочет еще на 1 год, чтобы вот конфликт продолжался. И якобы тогда Россия уже ослабеет и пойдет на переговоры, когда уже с позиции силы будет диктовать Европа. Но вот видите, они как мыслят, да? 1 год, 3 месяца, 2 года, да, например. А Трамп-то все-таки он видит, и Путин, да, он видит не годами мыслят, а десятилетиями. Вот в чем проблема. И когда вот они помогают Зеленскому, они еще вот немножко расшатывают вот знаменитый Атлантический альянс, вот НАТО, да? Что они сейчас будут делать, если Трамп скажет, уберите Зеленского? Что вот они будут делать-то? Они все равно должны будут прислушиваться, потому что половина военной помощи НАТО делает США. Поэтому Трамп требует, увеличьте свою помощь там и так далее. Но они, конечно, будут помогать, и это уже на словах есть, но саммит, который прошел в Великобритании, некоторые эксперты говорят, что это
провели ради галочки, там ничего особенного не сделали. Они хотят навести мосты между Трампом и Зеленским, чтобы тот помирился и так далее. Вот к этому идет. То есть европейцы, они по-старому мыслят и так и остались при своем вчерашнем «мне». Ну и в завершении эфира, наверное, такой вот, ну и итоговый, можно сказать, вопрос, да. Считаете ли вы, что сейчас действительно идет вот такой слом баланса и будет действительно тот двуполярный мир, о котором говорил Владимир Владимирович еще на Мюнхенской конференции, что вот все теперь идет к этому и идет к тому, что Да. Вот новый передел мира вот да, происходит новый мировой прямо порядок сейчас. уже наступает, а однополярный мир, он рухнул, господство Соединенных Штатов заканчивается. Они понимают, что есть сильные игроки, как Китай, как Россия, с которыми надо договариваться хотя бы о сфере интересов. Если Трамп заявил, что хочет Америку сделать великой, то он будет прежде всего обращать взор свой на американский континент. Он европейские дела, там какие-то дела ему как бы не интересны, он будет, скорее всего, противостоять с Китаем, но даже с Китаем он постарается найти общий язык. И вот То есть понятно, условный коллективный Запад, он распадается. он распадается. Он распадается, до тех пор распадается, пока вот эти товарищи европейские со своей старой балалайкой, они сами их не поменяют, их же европейские граждане на выборах. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Уверена, что зрители тоже для себя что-то подчеркнули. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.